Бас, ребята, у нас свет вырубили. Вон. 21 век. На лбу у меня фонарик. Вот, сейчас покажу. Вот такой фонарик у меня на лбу. Бац, как говорится, электричество, кино не будет, электричество кончилось. Вон, барсик там. В темноте ему. Кошки-то. Жарко ему на печке спустился. Сейчас посидим пока в темноте с фонариком. Он спит. Ждет. Мурлыкает еще себе под нос. Клещ, партизан, клещ. Спит. Вот так. И 21 век. Такое бывает. У нас, ребята, уже вечер. Я услышал, как жена копошится тут на кухне. Что-то готовит вкусненькое на ужин. Решил заснять. Заснять, как жена будет готовить вкусняшку. Она хочет готовить запеканку с мясом, ну, с фаршем, со свиным. Картофельную запеканку. И я буду подглядывать и вам тоже покажу. Вот тут она уже, как сказать, порезала еще морковь, лук, вот такой натерла, натеркой натерла. Лук, морковь, и вон фарш свиной, где-то грамм 400. Сейчас все это дело будет фарш и лук, морковь слегка обжаривать. Так ведь? Вот. Он там, она готовит, ну, как обычно, она не хочет сниматься. И не буду. Хотя вот, моя хозяйка. А между тем там на плите тоже варится это самое картофельное пюре, ну, картошка варится. Лук обжариваем до золотистого цвета. Ну, лук там обжариваем, говорит, до золотистого цвета. Но она закрывает сейчас. Сейчас покажу потом, как вот это все будет выглядеть. Варится пюрешка у нас. И вот поставили лук жариться. Вот так слегка, чтобы получилась золотистая корочка. Но не пригорела. Я так комментирую, ребята. Как говорил, уже посматриваю, как жена готовит. Учусь. Всякое может в жизни случиться. Может, самому готовить придется. А вон, ребята, кто там сидит. Ждет тоже ужин. Ох, ни разу не пропускает готовку. Как на кухне кто там. Он под столом или возле табуретки, или на табуретке. Ждет вкусняшку. Арчик. Арчик. Эх ты, бандюган. Хозяйка готовит, он знает, что попадет ему в рот вкусняшка от хозяйки. Ох. Ну, добавили еще морковь к луку. Как это вообще называется? Пастеризация или как? Ну, пастеризация. Пастеруем. Лук, морковь. Это по-умному говорим. Хотя нифига не понимаю я это. Умных словах. Жарим, короче, одним словом, морковь и лук. Все вместе. На масле. Вот так. И сюда еще потом добавим фарш свиной. До полуготовности, чтобы там, когда запекалось, уже все испеклось. Так, немножко посолим, добавили фарш, кстати, да, фарш добавили. Сейчас это обжарим.
Ну, чтобы не сухой был, сочный фарш такой. Перец, соль, это все по вкусу, все добавляется. Вот. И потом уже включусь, ребята, когда будем это выкладывать уже, ну, на противень все это, пюрешку и все. У нас тут уже готова картошка, оказывается. Я съездил там, сбежал и обратно сейчас пришел. Тут вот пюрешка, да? Туда что добавили? Молоко. Молоко Яйцо. и яйцо одно. Одно яйцо, да? Вот на такую кастрюлю примерно одно яйцо. Как обычное пюре, потом это все хозяйки пюре умеют делать. И уже как будем выкладывать пюрешка, потом мясо и опять пюрешка. Вот это засниму. А мясо пожарили вот до такого состояния. Оно не сухое, оно мягкое и, ну, почти даже готовое. Да не почти, а готовое. Готовое мясо. Ну куда я попробую? Я попробую сейчас. Я бы так ел. Вкусно. Свиной фарш с морковью и с луком обжаренный. Вот это вкусно. Но нам надо делать запеканку. Вот такую форму взяли. Надо так-то поменьше, на двоих-то нам что? Ну, не знаю, даже пюрешки не хватит, наверное, потом на такую посуду. Я не знаю. А можно уже не целиком. Это слишком большая посуда. Чуть-чуть. Для запеканки нужно. Ну, для этой посуды пюрешки надо побольше. Ну, получается... Ну, посмотрим, что получится. Вот, блин, там барсик орет. Сейчас посмотрим, что будет, что получится. Вот так, одним слоем. Сначала пюрешка. Предварительно противень смазали этим растительным маслом. И вот сюда уже наш фарш, мясо-фарш готовый. Эх, предчувствую вкусную вещь. Это вкусно, ребята. Так, довольно таки приличный слой мяса получается. Короче, все мясо, там, что мы пожарили, выложили такой приличный слой мяса получится. Вот такой. Сейчас это все разровняет хозяйка моя. И сверху пюрешку опять как шубу. Во. Своя картошка это тоже вкуснее, чем магазинская. Картошка, что мы кушаем? Картошка жареная, картошка в мундире, картошка жареная и пюре.
Я бы ее без духовки уже сейчас съел. Ну сейчас зарумяним духовкой. Это все. Такой слоеный. Как пирог получается слоеный. Чтоб красивше зарумянилось, желтком мажем. Я не мажу, хозяйка мажет. Это все зарумянится. Духовку там не на очень много времени и на слишком, ну, сколько там, 250 градусов поставили и немножечко. Будем смотреть там, как будет румяниться. Это практически оно готово. Мясо там готово, картошка готова. Это чисто для, чтобы это все соединилось вместе и зарумянилось в духовку. Ой, ребята, полный рот слюней у меня уже. Предвкушение ужина вкусного. Ну, короче, всю эту нашу красоту кладем в духовку. 250 градусов. Ну, примерно 10-15 минут, но будем смотреть там тоже. Это минут 15 прошло, ребята. Вот такая вкуснотища. Вытаскиваем эту вообще вкуснятку. Ну-ка. Бомбовский, ребята, выглядит супер. Вот это вещь. Ну вот такая вкусняшка, ребята. Я уже очень хочу кушать, ужинать, то есть. Вот такая румяная штучка. Картошка. Тут мясо. Сметана. Ну и помидор в огурце это уже. И вот так. Сметанкой. И будем кушать. Ой, блин. Вкусно, ребята. Жена плохо не приготовит, как говорится. Вот так. Ну, на этом все, ребята. Готовку жену поснимал там. Ну, житейские дела, обычные дела деревенские. Вот так. Все. Всем пока, ребята. Всем спасибо. До новых видео. А я... Ой, ужинать. Вернее, ужинать такую вкусняшку. Грех мне... Обалденно. Дай я тебя расцелую, моя жена, моя хозяйка. Все, всем пока.